Аграриям Прилузского, Карткиросского, Книжпогосского, Усть-Куломского районов, а также Сыктывкара, Ухты и Печоры придется продолжить сев многолетних трав до конца августа. Причина – переувлажнение почвы. Тем временем в Коме завершен яровой сев. О ходе кормозаготовительной кампании на еженедельном оперативном совещании регионального Кабмина доложил руководитель Минсельхоза Коми Ильдар Андарьянов. Яровой сев в сельхозорганизациях проведен на площади 7511 гектаров. В этом году аграрии нарастили не только объемы посадки кормовых культур, но и овощей. Под картофель, к примеру, отдали 400 гектаров, что почти на треть больше прошлогодних показателей. Все благодаря господдержке на покупку не только семян и удобрений, но и техники. В рамках антикризисных мер было выделено дополнительно 100 миллионов рублей на докапитализацию нашей лизинговой компании «Коми Агролизинг», что позволило аграриям приобрести технику, и для этого не отвлекая своих оборотных средств, поскольку поддержка была связана именно с возмещением первоначального взноса на приобретение техники. Дополнительно мы смотрим возможности увеличения поддержки на мелиоративные работы, поскольку понимаем, что вовлечение в оборот земель – это самая главная задача наших аграриев. Продуктивная земля – это залог успешности, в том числе животноводческого комплекса Республики Коми. Также на оперативном совещании регионального Кабмина обсудили и вопросы по борьбе с распространением борщевика. В 2023 году в муниципальных образованиях на проведение мероприятий по борьбе с борщевиком заложено больше 6,5 миллионов рублей. Треть уже израсходовали. Работы по уничтожению борщевика в населенных пунктах проведены на площади в 316 гектаров.